Наш эфир продолжит брифинг оперативного штаба по эпидобстановке в регионе. Узнаем, сколько человек заразились коронавирусом за минувшие сутки и принимаемых мерах против распространения инфекции. Здравствуйте. Эпид-ситуация на сегодня, пожалуйста. Добрый день, уважаемые жители республики. На сегодняшний день, по данным медицинских организаций республики, госпитализировано 116 человек. По данным Управления Роспотребнадзора, за сутки выявлено 3211 новых случаев коронавируса. Несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев, скорость распространения этой инфекции у большинства людей заболевание протекает все-таки в легком течении. И на сегодняшний день мы видим, что регистрируется увеличение количества выздоровевших лиц. За сутки выздоровело 1233 человека, а накануне было 1115 человек. Это в большей степени обусловлено тем, что люди вакцинируются и имеют иммунитет к данной инфекции, и инфекция протекает в более легком течении. На сегодняшний день первым компонентом привито 80% взрослого населения, ревакцинировано 62% от количества лиц, у кого наступил срок ревакцинации. Напоминаю, что необходимо срочно пройти ревакцинацию, поскольку это дополнительные дозы вакцины, которые человек получает, и это способствует эффективной защите от коронавирусной инфекции. Уважаемые жители республики, в эти дни очень много участились вопросы ваши как раз по лекарственному обеспечению. Да? Хочется сказать, что лекарства от коронавирусной амбулаторным больным выдают бесплатно. Необходимые препараты есть в республике, их закупка в достаточном объеме осуществлена и осуществляется. Медикаменты можно получить в поликлиниках и на дому, но это все по назначению врача и в зависимости от тяжести состояний и сопутствующих заболеваний. С 27 января в нашем городе, в городе Якутске, работает Центр амбулаторной неотложной помощи для больных острой респираторной вирусной инфекцией. Уважаемые горожане, хочется напомнить, что Центр принимает лиц с симптомами острых респираторных инфекций, температурой тела не выше 38 градусов и с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Если у вас отсутствуют данные симптомы, температура тела в нормальных значений, хочу сказать, что нет необходимости посещения данного центра, только лишь для прохождения экспресс-тестирования. Уважаемые жители республики, просим не подвергать себя высокому риску заражения новой коронавирусной инфекцией. Берегите себя и своих близких. Спасибо. Это был брифинг по эпидобстановке в Якутии. Ну а мы идем далее и переходим к выпуску новостей. Работа при повышенных нагрузках. За 5 дней столичный центр амбулаторной неотложной помощи для больных ОРВИ принял порядка 8000 человек. Нововведение в ЕГЭ. Какие изменения ждут учащихся в этом году? Дети столетия в Якутии. С начала года, посвященному столетию Якутской ССР, родились 865 детей. В Горном Улусе наблюдается спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб района. На сегодняшний день зафиксировано более 700 случаев заражения коронавирусом. Из них большее количество в районном центре в селе Бердигостях. За последние сутки выявлено 59 случаев. Вакцину против ковид получили более 70% жителей. В целях снижения нагрузки на медиков организован прием пациентов взрослого населения с признаками ОРВИ и с подозрением на COVID-19 в детской консультации. У нас в амбулаторно-поликлинической службе работает 6 бригад. Из них 2 педиатрические бригады и 2 терапевтические бригады. И фельдшерская бригада, которые осматривают больных ковидных. И мы открыли еще пункт приема терапевта и педиатра, который осматривает больных в легкой форме в течение болезни. И еще открыли пункт приема анализов, контроля.
Кто хочет сдать анализы, приходит к нам в поликлинику. За 5 дней работы столичный центр амбулаторной неотложной помощи для больных ОРВИ принял порядка 8 тысяч человек. Как сообщил руководитель центра Алена Никитина, у каждого третьего больного выявляется новая коронавирусная инфекция. Напомним, что центр развернули 27 января на базе Центра спортивной подготовки «Триумф». Он призван разгрузить первичное звено здравоохранения столицы. В центре работают более 170 медиков, 2 смены с 8 утра до 8 вечера. Для удобства и предотвращения скопления граждан продумана и организована маршрутизация. После заполнения документов и прохождения термометрии люди с признаками ОРВИ в порядке электронной очереди направляются на сдачу ИХ-анализов, а затем в зал ожидания. Уже через 15 минут по результатам анализов их принимают соответствующие специалисты. Также у нас стоят администраторы, которые направляют людей. Значит, либо, если это положительный анализ, их направляют к специалистам, к врачам, которые занимаются именно этими больными, да, либо в другую сторону, где у нас только занимаются, значит, пациентами, у которых есть клиника острой респираторной вирусной инфекции, которые нуждаются в консультации врача. С сегодняшнего дня вступил в силу закон о минимальном гарантированном доходе должников. Согласно нему, на зарплату и другие доходы, равные прожиточному минимуму, трудоспособного населения в целом по стране не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Должнику нужно будет только подать в службу судебных приставов заявление с реквизитами банковского счета. Ограничение не распространяется на взыскание алиментов, возмещение причиненного преступлением ущерба и нанесенного здоровью вреда, компенсацию морального вреда и вреда в связи со смертью кормильца, а также уплату административных и судебных штрафов, назначенных в качестве меры уголовно-правового характера. Прием заявлений на участие в ЕГЭ подходит к финальному этапу. Сегодня последний день подачи письменного документа. Заявления учащиеся 11 класса и выпускники прошлых лет указывают предметы, на которые планируют сдавать. При этом они могут перечислить несколько дисциплин. 2 экзамена, русский и математика, являются обязательными и необходимы для получения аттестата. Остальные предметы сдаются участниками по их выбору. На сегодняшний день в единой базе зарегистрировано более 8 тысяч заявлений. Отметим, что при сдаче ЕГЭ в этом году введены некоторые изменения. Например, по математике добавлены геометрические задания. В ЕГЭ по литературе включена зарубежная литература, и объем сочинений должен составить не менее 200 слов. Также сокращено время выполнения экзаменационных работ по истории и обществознании. Есть изменения только по продолжительности времени. Это история и обществознание сократился, и по иностранным языкам добавился. По 2 минуты по иностранным языкам. Основные участники выбирают в основном обществознание. Это 40% составляет. А также выборные предметы – это химия, биология, физика, а также информатика и ИКТ. Это составляет 18%. Якутия и Хакасия ищут новые сферы для сотрудничества. В Москве состоялась встреча постоянных представителей 2 республик при президенте России. Регионы уже объединяют общие вопросы в социальных, культурных и экономических областях. С целью дальнейшего укрепления взаимодействия было предложено начать разработку двустороннего соглашения о сотрудничестве между Якутией и Хакасией. Это могут быть сферы промышленности, экологии, сельского хозяйства и коневодства, киноиндустрия и организация санаторно-курортного отдыха. В республике с начала 2022 года родились 865 детей, из них 456 мальчиков и 409 девочек. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев. Он отметил, что это не только первые дети столетия республики, но и первые дети года матери в Якутии. Напомним, в 2022 году республика отмечает столетие Якутской ССР. Также ранее Айсен Николаев объявил в регионе год матери. В связи с этим введен целевой капитал «Дети столетия». Семьи якутян, в которых в текущем году появятся дети, получают по 100 тысяч рублей.
Ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания. В Нюрбинском районе всего на учете отдела опеки и попечительства состоит 110 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 32 ребенка воспитываются в 9 приемных семьях. Семья Васильевых в селе Хаты воспитывает 9 детей. О большой и дружной семье в следующем материале. Мегежекский наследник является самым отдаленным населенным пунктом в Нюрбинском районе. Здесь проживают многодетная приемная семья Васильевых. У Ирины и Алексея Васильевых 4 кровных и 9 приемных детей. Первого приемного ребенка они взяли на воспитание в 2012 году. Нынче у заботливых родителей 9 приемных детей. Самого младшего, полуторагодовалого Сашу, они взяли на воспитание по просьбе старших его братьев, которые тоже воспитываются у них. В 2019 году мы взяли двойняшек. С этого началось. Теперь у нас 9 приемных детей. У каждого ребенка была своя тяжелая судьба, но для нас они самые близкие, родные, любимые. Детей надо растить в любви и не разделять на кровных и приемных. Они просто наши дети, так говорят Ирина и Алексей. И вправду, смотря на заботливых родителей и радостных детей, не сомневаешься в искренности этих слов. Дружная большая семья и в работе, и в досуге всегда вместе. Гурьбой выполняют любую работу и по дому, и по хозяйству. У Васильевых большое хозяйство, где содержится 25 голов скотов, имеются лошади, свиньи и куры. У нас традиция есть. Все делать вместе. Старшие делают, а младшие смотрят. Поэтому у нас всегда взаимовыручка, взаимопомощь. Это правило нашей жизни, нашего дома. У каждого ребенка есть хобби. Многодетная семья Васильевых, воспитывающая нынче 9 приемных детей, это большая дружная семья, где нет никакого разделения детей на своих и чужих, а все родненькие. Кюней Антонова, Эдуард Васильев, НВК Саха, Нюрба. Февраль ожидается теплым на всей территории России. Исключение составит лишь Чукотка. Особенно теплым месяц прогнозируется в Поволжье, Западной Сибири, Красноярском крае, центре Якутии и на Урале. При этом отмечается, что теплым будет не весь месяц, так как ожидаются периоды похолодания. Вместе с этим отмечается, что на территории Якутии и северной половине Хабаровского края ожидается дефицит осадков. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь с нами.